В истории Агинского округа немало ярких страниц вписаны выпускниками Зугалайской школы, одной из старейших школ округа. Приказом от 17 ноября 1911 года первым директором начальной Зугалуевской школы Сугальской волости был назначен выпускник Читинской мужской гимназии Церинджап Батамункуев. Созданная еще в начале 20 века, школа в Зугалае пережила разные времена. Здесь получали начальное, затем 7-летнее образование дети из всех окружающих деревень. Много выпускников Зугалайской школы стали талантливыми учеными, писателями, художниками. Среди первых учителей школы известный писатель, просветитель, педагог, автор первого букваря Бурят Монголузык Шажилхама Базарон. Вот в этой самой школе, построенной в середине 30-х годов, учился известный писатель Балдын Санжин, член Союза писателей с 1947 года. Также эту школу закончили известный бурятский романист Ташарбдан Батажабе и прозаик Ширпсынга Бадлуев. Сегодня членами Союза писателей России являются драматург Батамунка Пурбуев и прозаик Гармадади Дамбаев. Рассказывая об истории школы в Зугалае, нужно обязательно отметить активную поисковую исследовательскую работу школьного музея. Руководитель музея Намсал Чимитовна Будаева проводит большую поисковую работу с учащимися. Сама неоднократно выезжала и работала в архивах. В областном архиве ею были найдены документы, свидетельствующие о первых годах работы школы и рассказывающие о первом учителе и директоре Церинджап Батамункуеве. Внучка первого директора школы Галина Бажинимаева поблагодарила зугалайцев, что здесь бережно сохраняется память о его добрых деяниях и начинаниях. Сама я преподаю в Агинской средней школе номер 1, и поэтому являюсь, наверное, продолжаю династию учителей своего деда. Очень отрадно, что эта школа, такая школа, что процветает своими выдающимися людьми, людьми искусства, культуры, спорта. Очень приятно, что она процветает сейчас. Выпускники разных лет, встречаясь здесь, в школьном музее, вспоминают незабываемые школьные годы, своих друзей, кто не смог приехать и кого уже нет живых. А в музее есть на что посмотреть. Оказывается, из выпускников школы докторами наук стали 4 человека, 15 человек защитили кандидатскую степень, 35 человек имеют звание заслуженных работников в различных отраслях деятельности. В музее краеведения Зугалайской средней школы ведется большая поисковая работа вместе с учащимися. Работаем в клубе «Поиск». Ребята ищут многих героев войны, труда, ветеранов труда, тружеников тыла. Ну и, конечно же, по всей истории школы. К 95-летию нашей родной школы сделано очень много альбомов, сделаны выставки. Конечно, надо делать еще очень много. Самое ценное, то, что мы нашли, это в архиве областном документы о первом учителе Церинджапе Батамункуеве. Директорами Зугалайской школы разные годы были Базар Дылыков, Намсаре Бадмажабе, Барандон Хангелоев, Пурбо Балдынжапов, Даржи Гамбаин, Жамсарын Жамбалов, Василий Дашарабданов, Гуро Митупов, Церинджап Чимбитов. Церинджап Чимитович был директором школы с 1967 по 1973 годы, затем с 1986 по 1995 год. В бытность его работы директором школа неоднократно становилась одной из лучших школ района и округа, за что в 1967 году была награждена Красным Знаменем Центрального комитета ВЦСПС. Уже в 80-х годах, когда я работал директором данной школы, уже здание школы было новое, и свою директорскую карьеру я начал уже второй раз в этой школе, проведя областной слет. В 80-е, 90-е годы в школу пришли многие молодые учителя, школа обустраивалась, насыщалась наглядными пособиями. И сегодня, встречая 95-летний юбилей школы, я хочу поздравить коллектив Зугалайской средней школы и пожелать не только коллективу, также выпускникам данной 7-летней и средней школы всего хорошего. Чтобы у них, как говорят, шла работа и все было у них, чтобы в жизни было хорошо.
Недавно отреставрированный зал сельского дома культуры с трудом вмещал всех гостей и сельчан, пришедших отпраздновать большой юбилей родной школы. В зале много ветеранов. Самый старший среди них – выпускник 1937 года. Это первый выпуск 7-летней школы. Ветеран войны и труда Лексик Эрденеев. Ветеран, несмотря на свои преклонные годы, в числе первых проходил регистрацию гостей в школе и затем одним из первых отправился в Дом культуры, где прошли основные мероприятия юбилея. Учителем мой, непосредственным учителем русского языка и литературы был Араптано Ринсинима. Я его очень... Мы все любили его. Потом в 1941-1942 году, годы Великой Отечественной войны, вместе, я как ученик, он учитель, вместе мы стали освобождать город Ржев, Подмосковье. Вот. Он там погиб, я тяжело раненый остался, но потом я вот учителями еще были Шерлам Базарон, Аламджи Мыргын и другие фольклорные произведения преподавал он. И было Догрсытно, Амгално, многие, но самый мы уважаемый был Батмажаве Намсаре Валданович и Дашиева Вальжнима Дашиевна. До 1974 года школа обучала детей из разных сел Магойтовского района, поэтому среди гостей можно было видеть лица харашибирцев, магойтовцев, агахангильцев, цаганольцев, учившихся когда-то в Зугалае. 13-й выпуск Зугалайской средней школы стал последним, где учились и закончили среднюю школу ребята из Цаган-Чалутая. На сцене почетные гости. Заместитель начальника департамента образования и молодежной политики Римма Махабадарова, первый заместитель руководителя администрации муниципального района Магойтовский район Даширабдан Батоев, кстати, являющийся сам выпускником школы юбиляра. Сменяя друг друга, на сцену выходят бывшие учителя и выпускники школы. Все они желают родной школе дальнейшего процветания. Вы меня извините, я волнуюсь и не так говорю, но я хочу вам посвятить один куплет всего песни, которую меня научили в Зугалане. Осы талуанды ару үйіртетін басымын. Нарайнелді намайы түгірген, үні бір ойды бақсар үйгерді жіберген. Түрі сырмақ өсіні далы арыңзу, үні әкімне тұқты. Күрімге олап, бұрымызы бұлғаванызы күпкені, талым үрі көгірде екіндерін қарағат, үні yazı өтіне. В этом учебном году школу заканчивает уже 47-й выпуск средней школы. Для старшеклассников, готовящихся к единым государственным экзаменам по различным предметам, впереди еще напряженные занятия в классах, многочасовые бдения в поисках нужной информации в школьной библиотеке.
Кстати, условия для занятий в библиотеке созданы прекрасные. Ежегодно пополняется книжный фонд, есть необходимая оргтехника и компьютеры. Мы выпускники 46-го выпуска, то есть нынешние выпускники. Мы желаем своей школе родной дальнейшего процветания и, конечно, всего наилучшего. Желаю своей школе, чтобы она была такой хорошей и оставалась и процветала так же хорошо сейчас, как процветает. Чтобы выходили из этой школы хорошие мастера не только в спорте, но и в учебе. Чтобы она оставалась такой прекрасной и такой хорошей. И чтобы жила она долго и процветала, и радовала нас своими успехами. И также желаю, чтобы наши учителя такие были, также такие оставались такими хорошими и милыми. В 1980 году было сдано в эксплуатацию типовое здание школы на 640 мест. А через 2 года, в 1982 году, школьники, дети животноводов получили возможность жить во время учебного года в прекрасном здании пришкольного интерната. С середины 90-х годов прошлого столетия интернат Зугалайской средней школы постоянно становится победителем районных, окружных конкурсов на лучшую подготовку к учебному году. А в 2004 году пришкольному интернату присвоено звание образцового интерната округа. За последние годы многие учащиеся школы становились победителями районных, окружных и региональных олимпиад по различным предметам. Выпускница школы 2004 года Байырмаз Атбоева является лауреатом Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусств, имеет звание заслуженного работника культуры Республики Бурятия. А о спортивных достижениях выпускников Зугалайской школы отдельный разговор. Здесь воспитано 45 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса, есть 1 чемпион мира среди юниоров по стрельбе из лука, участник 2-летних Олимпийских игр в Атланте и Сиднее, 3 чемпиона Европы и 1 серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе. И это только в одном селе с населением 1500 человек. Я своей родной школе горячие свои поздравления от лица спортсменов, от лица всего выпускников Зугалайской средней школы. Желаю всего-всего самого наилучшего, самого хорошего в своей родной школе. Учителям, конечно, своим учителям, директору и всему зугалайскому народу, кто окончил Зугалайскую среднюю школу. В нынешнем учебном году в школе обучается 237 учащихся, разбитых на 14 классов комплектов. Трудятся педагогические коллективы из 41 учителя, из которых большинство имеет высшее образование. Многие учителя имеют почетные звания, 2 являются учителями высшей категории. Как отметил директор школы Бадмат Даржиевич Балдандуржан, в этом году обновлена школьная мебель. С помощью выпускников школы разных лет в классах проведен евроремонт. Во всех классах и кабинетах школы смонтированы новые двери, закуплена необходимая учебно-методическая литература. Но на сегодняшний день Зугалайская средняя школа работает в направлении, национально-культургическом направлении, и прошли аттестацию и аккредитацию. И вот большое событие для нашей школы – это 95-летие Зугалайской средней школы. В стенах этой школы, значит, получили образование выдающиеся люди нашего округа и имеют широкую географию в нашей стране. И мне хочется сказать всем учащимся, работникам школы, бывшим ветеранам, работникам, учителям, директорам, которые работали в данной школе, огромную благодарность в развитии образования. Пожелать всем творческих успехов, здоровья, чтобы в дальнейшем Зугалайская средняя школа еще дальше процветала, была
достойный именно для подрастающего молодого поколения, чтобы они получали достойное образование и дальнейшей жизни. В 2006-2007 учебном году среднюю школу заканчивают 17 выпускников. Уже сегодня они настраиваются на серьезную подготовку к предстоящей сдаче будущей весной единых государственных экзаменов. И, конечно, им есть что пожелать родной школе, где они получают азы знаний и откуда им предстоит выйти в большую жизнь уже подготовленными. Мы, выпускники 47-го выпуска Зугалайской средней школы, хотим пожелать нашей такой хорошей, красивой школе всего самого хорошего. Да. Пожелать здоровья своим любимым учителям. Как уже было отмечено, для достойного проведения большого юбилея Зугалайской школы была проведена огромная поисковая исследовательская работа. Режиссер праздничного мероприятия Балдындар Николаев, выпускник школы 1974 года, отметил, что проведение торжеств очень помогли материалы, собранные на 50-летний юбилей школы. Действительно, тогда было собрано много документального материала, свидетельствующего о многогранной деятельности педагогического коллектива школы, о талантливых учителях, воспитавших не одно поколение. При взгляде на старые фотографии, на которых запечатлены одухотворенные лица учителей, учеников, фотографии старой двухэтажной деревянной школы, у многих пришедших в тот день на юбилей, на глазах блестели слезы. Юбилей – это повод еще раз оглянуться назад, на пройденный школой большой путь, вспомнить всех учителей и выпускников.